Лето не только пора отпусков и каникул, но и настоящий сезон мучений для аллергиков. Каждый год на борьбу с амброзией выходят тысячи человек, но на месте одного вырванного корешка, как в сказке, появляются два. Борьба с карантинным растением в республике началась. Амброзия полынолистная. Название красивое, последствия страшные. Злостный сорняк обладает свойствами сильнейшего аллергена. Но несмотря на это, растение уже пустило свои корни по всей Назрани. Амброзия. Самый активный период исполнительности. И такая картина практически везде. А ведь один такой куст может производить около миллиарда пыльцевых зерен, которые способны преодолевать расстояние свыше 400 километров. О ее вреде можно говорить долго. В пыльце амброзии присутствуют белки-антигены, которые лопаются при соприкосновении со слизистыми оболочками человека, после чего мощный заряд аллергена сразу же попадает в кровь и лимфу. Некоторые жители республики до сих пор этого не осознают, а потому сотрудники Россельхознадзора намерены действовать решительно. Мы с вами наблюдаем яркую картину нарушения 206 закона о карантине растений. Нами будет составлен акт, и по результатам нашего обследования наше руководство отправит эти документы в прокуратуру для согласования внеплановой проверки. И уже по проведению внеплановой проверки, если согласуют нам внеплановую проверку, мы будем уже выявлять конкретно ответственного лица. За данное нарушение будут применяться меры административного воздействия данным лицам. Август – самый пик цветения амброзии, ну а в этом году более масштабному распространению сорняка в регионе благоприятствует и погода. Кстати, активнее всех с ней борются сами аллергики, но этого недостаточно. По самым скромным подсчетам, аллергии от амброзии в республике страдает свыше 1000 человек, и это число растет с каждым годом. У меня несколько разновидностей аллергии, но самое тяжелое для меня – это, конечно, аллергия на амброзию. Как она у меня выражается? Как и у многих аллергиков, у меня сухой кашель. В фазе обострения у меня бывает сухой кашель, покраснение глаз, слезоточивость, опухают глаза. Это, наверное, самый ярко выраженный симптом аллергии на амброзию. Именно в этот сезон я чаще всего наблюдаю за собой вот эту симптоматику. Стараюсь избегать места, где много травы. Очень тяжело даются поездки в горную часть республики. Там очень много цветущих растений, и там тоже обостряется аллергия. Территории, где разрослись зеленые недруги, больше напоминают лес. Инспекторы Россельхознадзора зафиксировали несколько таких участков. Однако, по их словам, сложнее всего в работе не выявить очаги возрастания, а найти владельца участка, который обязан устранить вредный сорняк. Медики предупреждают, симптомы аллергии могут проявиться у каждого. Это вопрос времени. За 1,5 месяца до цветения делают специальные уколы, которые профилактически блокируют гистамин. Если это уже началось, назначают препараты в таблетированной форме, в виде спрея, в виде капель, которые блокируют эту реакцию. Борьба с карантинным растением в республике продолжится до октября. Несмотря на то, что удалить сорняк полностью невозможно, необходимо с корнем вырывать молодые побеги, примерно раз в 3 недели. Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что делать это нужно также владельцам садов и огородов. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.